радзімы. Вялікі дзякуй вам з гэтай сцэны. Скончыў з адзнакай. Для маладых людей, может быть, белорусскую мову не разумець, значит, это чырвоны дыплом. С чырвоным дыпломом школу. Пасля з адзнакай універсітэт, хімфак. Пасля службы ў арміі быў направлены ў Магілёў настаўнічаць. Мае дзяржаўныя 2 ўзнагароды. Што датычыцца літаратурнай часткі, у творчым багажы пісьменніка 8 кніг, больш за 100 публікацый. І для тых, хто сёння прыйшоў і не ведае нашага Александра Стэфановича, я могу пожартаваць, бо тут такое высокое у нас сёння собранне, што гэта настоящий полковник. І хочу выкликаць сюды Александра Стэфановича, каб выканаць тыя абавязкі, на якія мяне усклаў на мяне наш старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Олесь Николаевич Карлюкевич. Уручыць вось гэту грамоту узнагароджваецца Плавінскі Александр Стэфанович, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, за шматгадовую творчую працу, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці і ў сувязі з 60-годдзям з дня нараджэння. Гэта вам. Спасибо. Я разумею, што гэта выглядае не вельмі, калі жанчыны мужчынам даруць кветкі, але гэта ад усіх жанчын нашага Саюза. А іх не менш, чым за 500. Гэта для вас. Спасибо. Я хочу предоставить сейчас слово Сиевичу Сергею. Александр Степанович, зампредседателя ветеранской организации, уважаемый оппонент, наш литуровед, является членом ветеранской организации факультета внутренних войск. И в связи с этим юбилеем, и вообще человек, который коммуникабельный, с ним прослужил не 1 год, ответственный, действительно настоящий полковник, да. Мы его поздравляем и желаем поздравление от начальника факультета. Адрес письменный со Степаном. Спасибо. Если все получилось, в архивах наших, вот те мои книги, которые я издавал в последнее время, и из них, как вы видите, вот есть книга «Куропаты у истоков исторической сенсации». С этой книгой я начал расследование тех фейков, той лжи, которая наполняет нашу историю. Далее у нас был начат проект «Белорусы. Народ праведников». Это проект о том, как в годы войны наши люди спасали людей, обреченных на смерть. Дело в том, что кроме непосредственно евреев, безукоснительному уничтожению подлежало еще 10 категорий людей. Всего было 11 категорий, которые подлежали неукоснительному уничтожению. Это были коммунисты, работники советского аппарата, партийного аппарата. Это были и депутаты, и работники наркоматов. Евреи стояли на 10-м месте, на 11-м коммунистические смутьяны и фанатики. На 9-м была вся советская интеллигенция. Она тоже подлежала уничтожению. И вот, и сказать так, а как бы тут слайды сделать? Можно? Там ее преподносит эту историю. Я думаю, что многие из вас, особенно старшее поколение, бывают иногда в шоке, когда молодежь начинает говорить какую-то ерунду и говорить это на полном серьезе. И вот в свое время, вот, в 22 году, 9 мая, на площади Победы, когда был митинг, наш президент сказал, что война на идеологическом фронте, на историческом уже идет. Она идет очень долго и очень усердно. И от того, насколько мы победим вот этой идеологической борьбе с историей, за историю нашу, от этого зависит очень много. И мы видели, как в 2020 году вот, молодежь ходила с бело-червоно-белыми флагами, и они все были уверены, что это вот, они нормально пацаны такие, что это флаг
действительно белорусские, и что они вот именно выступают за Беларусь. И вот получается так, что вот эти фейки, они не то что в каком-то направлении идет изменение, потому что если вы что-то сфальсифицируете, ну какой-то вопрос, для этого достаточно открыть справочную литературу и найти, да, это сфальсифицировано. Но есть выше вот этих, это называется фактографические фальсификации, когда факты просто врут. Далее из этих фактографических фальсификаций создается пирамида, над которой стоит концептуальная фальсификация. То есть какая-то концепция, она формируется, и вот эта концепция продвигается с помощью вот этих мелких фальсификаций, создаются целые концепции. Еще выше, когда мы берем вот эти концептуальные фальсификации, на вершине стоят системные фальсификации. Пожалуйста, следующий слайд. Системная фальсификация нам изменяет все наше мировоззрение о нашей истории. То есть оно полностью переворачивает. Ну, это уже рассказал, следующий слайд, пожалуйста. И вот системная фальсификация нам переворачивает все наше представление о фактах. И, ну, допустим, европейцы, они уже давным-давно взяли направление на изменение нашей истории, на ее фальсификацию. Потому что основной позыв, то, что в годы войны воевало два тоталитарных режима, коммунистический и нацистский. Вот это вот такая парадигма, которая лежит в основе как фальсификации истории войны, так и предвоенного периода. Именно представить Советский Союз как преступный тоталитарный режим. Почему так делается? Потому что немцы уже были осуждены на Нюрнбергском процессе, теперь хотят сделать преступным Советский Союз, и, соответственно, война двух преступных режимов, итоги войны, они должны быть пересмотрены. То есть все сводится в конечном итоге к финансовым вопросам, разделить и грабить остатки Советского Союза и России, которая сейчас владеет огромными запасами, огромными ресурсами. Вот, собственно, к чему сводятся вот эти вот фальсификации. Следующий, пожалуйста, слайд. И еще один. И, соответственно, начало вот этим системным фальсификациям положил 13 мая 1947 года Гарри Трумэн. Вот он сказал, мне не важно, как вы назовете тоталитарный режим, коммунистическим, фашистским или нацистским. И вот с тех пор, с 1947 года, прикиньте, с 1947 года, уже 78 лет, Запад, Америка целенаправленно долбит вот эту тему. Для того, чтобы представить Советский Союз и советскую власть, чтобы представить именно преступный. Следующий слайд, пожалуйста. Так. Идут, кроме вот этой фальсификации, это была общая фальсификация на военный и до предвоенный период. Есть еще две системные фальсификации, которые касаются именно истории Отечественной войны. Первое – это подмена термина «Великая Отечественная война» на термин «Вторая мировая война». Казалось бы, ну что здесь такого? Была Вторая мировая война? Была. Союзники Советского Союза участвовали в этой войне? Участвовали. Почему бы не назвать Великую Отечественную Второй мировой? Казалось бы, ну, логика есть определенная. Казалось бы. Вторая системная фальсификация – это необходимо забыть Великую Отечественную войну как что-то далекое, как что-то такое неважное, что не имеет никакого значения, и забыть ее и больше не вспоминать. Казалось бы, такие вот
очень смутные фальсификации, но они системные. Они меняют все наше представление о прошедшей войне. Следующий слайд, пожалуйста. Так, можно чуть экран передвинуть, в смысле, проехать? Не в проекторе, а в экране. А, в экране? Может, его там поправить экран? А давайте мы сейчас передвинем. Отлично. И все проблемы. Системная фальсификация, которая уравнивает коммунистов и фашистов. То есть системная фальсификация, как я говорил, это вершина пирамиды. Дальше идут концептуальная фальсификация под ней. И вот смотрим. Переписывание жертв оккупантов на счет НКВД. Ну и в качестве примера вот, можно привести Катынь, Медная, Харьков, Быковня. И последних 6 лет сюда подключились куропаты. Далее, следующая концептуальная фальсификация – это обвинение СССР в развязывании Второй мировой войны. Казалось бы, если бы у нас была, ну в смысле, когда у нас есть Великая Отечественная война, как можно обвинить Советский Союз в войне, в которой он не участвовал? Ну если мы ее назовем Вторая мировая война, то есть тут же можно обвинить, что мы участвовали во Второй мировой войне, и тут же обвинить, что мы ее виновники начала войны, казалось бы. Следующее, это уже недавно появилась фальсификация концептуальная. На Западе уже все свято верят, что Германию победила Соединенные Штаты Америки, а Советский Союз были оккупантами Западной Европы. Вот эта фальсификация сначала была так, продвигалась, а в 19 году, когда была принята резолюция Европарламента, эта фальсификация была узаконена в Европе, и это уже, как говорится, монумент стал. Все, то есть уже европейцы вы другое не скажете. Если вы скажете, что Польша виновата в развязывании войны или Германия, то что? Советский Союз виноват. Все, однозначно и бесповоротно. Далее. Фальсификация, которую мне удалось, в принципе, изучить, это обвинение СССР в равной ответственности за уничтожение евреев. Не за само уничтожение, а ответственность за уничтожение. Казалось бы, немцы уничтожали, Советский Союз обвиняют, что они помогали этого делать. И вот для этих свои исследования, вот по этой теме я опубликовал вот этой книги. Она, как видите, небольшая книжица. «Белорусы. Народ праведников». И вот здесь более 50 страниц посвящено тому, как сейчас западные политтехнологи, как они грамотно подводят маленькими шажочками именно к вопросу того, что СССР несет равную ответственность за уничтожение евреев. Следующая фальсификация – это концептуальная компрометация белорусских партизан. Тоже я вот этой книжице изучал, как западные историки или западные политики компрометируют белорусских партизан. И вы знаете, что не у нас, когда-то была такая Лариса Гениуш, коллаборантка, которая писала стихи «Ай-яй-яй», вот если бы не партизаны, так не полили бы немцы вёски. Ну, типа такого, что они никого не спасали. Ну, здесь очень легко этот факт опровергнуть, достаточно почитать материалы Нюрнбергского процесса. И там четко написано план ОС, который предусматривал уничтожение 75% населения Беларуси, который предусматривал остальных сделать рабами, из расчета на каждого немца по 2 раба на каждого Гроссбауэра. Вот это вот, все это было. Ну, потому что там стрелял НКВД. Но, когда сейчас мало кто читает статьи Поздняка, мало кто слушает его выступления, а зря. Потому что
у него вырисовывается очень интересная концепция. Вот вы обратите внимание, вот на третьей доске по центру с правой стороны написано, что репрессии у нас продолжались с 1937 года по 1941. Вдумайтесь, у нас репрессии были 1937-1938 год. Все куропаты утыканы камнями, надписями, что репрессии были по 1941 год. Следующий слайд, пожалуйста. То есть вот у меня список, сколько людей было расстреляно, то есть четко там написано, 1937-1938 год, да, были репрессированы, в 1939 году в Минске был расстрелян один человек по приговору 1938 года, в 1940-м ни одного не расстреляли, в 1941-м до начала войны тоже ни одного человека. Следующий слайд, пожалуйста. И вот получается, концепция у Поздняка нарисовалась такая. Кровавый коммунистичный режим знішав белорусскую интеллигенцию и только оккупацию, и только вызволение немецкими войсками Беларуси привело к заканчению этих репрессий, и Беларусь отримала, как кажут, свободу. В 1998 году военная прокуратура провела расследование и установила, да, там лежат жертвы фашистского геноцида. Никакого отношения Куропаты к НКВД не имеют. И после этого Свядомые, БНФ, Змагарье, все это, они набрали в рот воды, заткнули свои рты лет на 15 или чуть больше и замолчали. Но поляки, они не молчали. Был такой Орешко, который был фонды польские, и вот они привлекли Игоря Кузнецова для того, чтобы он стал обгаживать наше прошлое с других сторон. И вот Кузнецов написал книгу «Индекс расстрелянных в Минске», двухтомник. И вот там привел вот такую карту, где размещены каждое черное пятно, это якобы захоронение НКВД, которое стреляло до войны. Значит, мне пришлось несколько лет искать для того, чтобы найти практически по всем вот этим захоронениям. Я установил, когда стреляли, кто стрелял, фамилии, кто стрелял. То есть судебные процессы, которые шли после войны, когда немцев судили, эти дела уже рассекречены. И вот на них там написано, там какой-нибудь Ганс, Фриц, там я выехал туда-то, туда-то, со мной было столько-то латышей, допустим, или литовцев, или еще кого-то. Стреляли такой-то месяц, в таком-то году, и вот так вот по каждому вот этому черному пятну. То есть получается, что вот этот Игорь Кузнецов, который писал, у него были очень хорошие консультанты. Потому что я, когда архивное дело беру, там на первом листочке написано, кто с ним знакомился. Так вот, Игоря Кузнецова я там не видел. То есть явно ему кто-то консультировал со стороны. А кто мог консультировать? Бывшие сотрудники СД, СС, либо те, у кого есть вот эти документы. А они были копии. Американцы снимали. Ну, немцы недобитые, эти вот фашисты, которые остались в ФРГ, могли консультировать. Ну, могли поляки, литовцы консультировать, латыши, которые здесь стреляли. Все. Понимаете? То есть вот это вот четко продуманная акция, которая создает концепцию того, что у нас советский режим был преступным. То есть переписывают тупо жертв фашистского геноцида на счет НКВД. Следующий слайд, пожалуйста. Но на этом дело не остановилось с Куропатками. То есть до развала Советского Союза у нас, ну не у нас, но на территории Советского Союза, вы знаете, возле Смоленска есть Хатынь, или как правильно называется, Козьи горы. Так вот, раньше поляки считали, что там было 3 захоронения,
этот Козьи горы, не сам Катынь, Медная возле Твери, и на окраинах Харькова было еще третье место расстрела, которое поляки приписали на счет НКВД. Дескать, вот этих трех лагерях было расстреляно 14,5 тысяч поляков. Как только Советский Союз распался, уже у поляков появляется концепция 5 Катыней. То есть они добавляют туда Быковню и Куропаты. Ну и на Быковне украинцы прогнулись под поляков, и они там установили свой мемориал. Типа вот здесь НКВД расстреливало польских солдат. У нас немножко не получилось. Следующий слайд, пожалуйста. Но поляки уже в 19 году в Куропатах стали открывать так называемые окна Авертона. Они в Куропатах установили так называемое польское кладбище. На пустом месте, где нет никаких захоронений, установили 8 крестов. И якобы вот здесь написали табличку, здесь похоронены, а здесь были расстреляны в 1940 году польские солдаты. Приблизительно цифру, которая должна быть 3,5 тысячи человек. И самое циничное, вот я сфотографировал крест издали и крупным планом. Так вот, это кладбище устанавливала организация «Стража могил польских». Эта «Стража могил польских» была создана ветеранами армии Краевой. Это те, кто у нас в годы войны и послевоенные годы убивали православных, убивали коммунистов, комсомольцев, просто активистов, там, председателей совхозов, колхозов. И вот сейчас вот эти и их предки, вот этой армии Краевой, которые были сами ветераны, их предки, они приехали в Куропаты, не знаю, у кого они выбивали разрешение, но они установили здесь кладбище, и оно уже стоит 6-й год, скоро 6 лет будет, как и стоит это кладбище. У меня есть копия письма, которое в свое время Данилович писал какому-то активисту. И там написано: в ходе раскопок таких-то, таких-то годов, в ходе приведенных в таких-то годах расследований, никаких доказательств нахождения польских солдат или польских чиновников в Куропатах не обнаружено. Это письмо было Даниловичем подписано в конце июня 19 года. В сентябре 19 года уже это кладбище стояло. То есть пофиг, понимаете, вот они в наглую ставят кресты, никто их не сносит. И я вот обращался в начале февраля месяца к Наталье Николаевне Качановой, я поднимал этот вопрос, пока никаких нету. Написано было: мы благодарим за активную жизненную позицию, но И будьте нам здоровы. кресты как стояли, так и стоят до сих пор. Следующий слайд, пожалуйста. Я завтра в Генпрокуратуру подарю. Отлично. И теперь вопрос вот по Да, поводу да. Куропат. Ну так, уже чтобы вы понимали суть. Вот я читал Кузьмика внимательно, и вот я цитату привожу. Это была статья Куропаты «Дорога смерти». Очищение сумления необходно громадству, якое допустило и спорадило геноцид, найвялікше злочинство супротив человечества. Вядома ж, не станут раскаиваться ни нябожчики, забойцы, ни нават тихие пенсионеры. Раскаиваться повинно наступное поколение, якие не бачили той бяды, раскаиваться за грехи продков. Моральные покуты повинны брать на себя нащадки народов, оплакать ахвяры, дать оценку злочинствам. Так вот, вот эта цитата, если ее перевести на нормальный русский язык, ну вот такой, разговорный язык, это говорит о том, что граждане СССР, платите бабки. Все, понимаете? Раскаивание у Запада не принимает слова. Для них раскаивание — это когда вы им платите пенензы. Понимаете, чем больше, тем лучше. Вот к чему сводится, в конечном итоге, сводилось раньше. И по поводу того, как поляки там открыли свои
кладбище вот это польское. Хочу напомнить, что когда при Ельцине были переданы документы полякам о якобы расстрельных массовых расстрелах, они в скорости подготовили иск в Европейский суд и подали эти документы. И что в итоге? Европейский суд послал их, сказал, документы ваши фальшивые. Все. Понимаете, вот вся концепция Куропаты, вся концепция Катыни, вся концепция вот этих 5 Катыней. Это все фальшивка. Называется, их гестапо выгнали за жестокость. Ну, типа такого. Все, понимаете. Вот к чему приводит вот эта концептуальная фальсификация, переписывание жертв немецко-фашистского геноцида на НКВД. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь вкратце рассмотрим договор о ненападении, который был подписан 23 августа 1939 года между Германией и СССР. Его иногда называют пакт Молотова-Риббентропа. Так вот, в этом договоре нет Советский Союз был последним из европейских стран, которые подписали такой договор с Германией. Второй момент. Там в договоре не было никаких международных нарушений международных договоров. Все было сделано от и до. И третье, на что не хотят, чего не хотят видеть, к договору не прилагались военная конвенция, обязывающая договаривающие стороны вести совместные военные действия. То есть все, что выдвигают европейцы против Советского Союза, это все липа. Следующий слайд, пожалуйста. Так вот, что бы хотелось чисто так вот прокомментировать. Акцент европейцы делают на договор о ненападении 1939 года. А теперь посмотрим, что было до того. В 1933 году Германия, Франция, Великобритания и Италия заключили пакт 4. 6 января 1934 года подписан пакт Пилсудского Гитлера между Польшей и Германией сроком на 25 лет. Это аналогичный договор, который подписали Советский Союз в 1939 году. То есть поляки ускоренными темпами на 5 лет опередили Советский Союз. Далее. В 1935 году заключено морское соглашение между Великобританией и Германией. В 1936 году подписан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией. В 1938 году состоялся Мюнхенский сговор, по которому Великобритания, Франция и Италия дали свое согласие на расчленение Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией. 30 сентября 1938 года Чемберлен и Гитлер подписали совместную декларацию о ненападении. 6 декабря 1938 года аналогичную декларацию подписал Франция. В 1939 году были заключены договоры о ненападении между Германией и странами Балтии, Латвия и Эстония. То есть Запад все это категорически не хочет видеть. То есть для них этого нету, для них есть последний договор Молотова-Риббентропа, который был 23 августа 1939 года. Следующий слайд, пожалуйста. И, соответственно, поляки, вот они усердно убеждают, и, в принципе, уже убедили европейцев, что этот договор является днем начала, ну, в смысле, они, европейцы, что не убедили, но они ставят акцент, что это было начало Второй мировой войны. А 17 сентября 1939 года трактуется как вторжение СССР на территорию Польши и расценивается как вступление СССР во Вторую мировую войну. И вот они вот это решение, они продавили, следующий слайд, пожалуйста, в Европарламенте, и, соответственно,
в 2019 году, 19 сентября, Европарламент принимает резолюцию. Вторая мировая война, самая разрушительная в истории Европы, стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского договора о ненападении 23 августа 1939 года. Также известно как пакт Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов, в соответствии с которыми два тоталитарных режима, задавшись целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния. Значит, мне доводилось читать расследование российского историка, который расследовал, а откуда же взялось секретное приложение к договору. То есть когда-то оно было опубликовано, но, понимаете, секретный договор он просто так вот ниоткуда взяться не может. Это не... Он всегда должен где-то храниться в каком-то архиве, всегда он где-то должен. И вот стали прослеживать его судьбу. В конечном итоге там газета одна взяла с другой газеты, та газета взяла с третьей газеты, потом перешли к какой-то итальянской дворовой газете, там непонятно какая. Эти редакция газеты сказала, ну хрен узнает, кто-то принес. Понимаете, то есть вот таким путем ввели в научный оборот в эту фальшивку, и что тогда в 40-х годах якобы был такой секретный пакт, ну, секретная карта, и все. И вот с тех пор, то есть уже, в принципе, показано, что это да, это была фальшивка, но все равно вот этот договор муссируется. А теперь смотрим дальше. Следующий слайд, пожалуйста. То есть они признали, европейцы, что Советский Союз виновен в начале войны. Что дальше пишут? Дальнейшее наличие в общественных местах в ряде государств-членов, памятников и мемориалов, памятники, площади, улицы, прославляющих тоталитарные режимы, создает предпосылки для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы. То есть это уже как результат. И мы вот недавно мы фильм смотрели там зимой о том, как поляки сносят памятники. Все это уже узаконено европейцами. Сносите на здоровье. Приняты законы, Европарламент принял, то есть уже возмущаться поздно. Все, они уже сносили и будут их сносить. Следующий слайд, пожалуйста. И к чему, соответственно, приводит вот эта вот декларация Европарламента. О том, что Советский Союз из победителя превращается в оккупантов, то, что Советский Союз из обвинителя становится обвиняемым. Все, то есть мир вот так вот переворачивается. Вот это вот одна вот мы рассмотрели вот концептуальную фальсификацию, которая создана на фальсификации именно пакта Молотова-Риббентропа. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь вот опять же вот эта вот книжица «Белорусы народ праведнику» я рассмотрел вопрос обвинения СССР в равной ответственности за уничтожение евреев. То есть здесь подробно расписывал, я не буду долго останавливаться, хочу зачитать, так сказать, концепцию вот этой вот фальсификации, которая была озвучена в книге Инны Герасимовой, это наша белорусская историца, которая уехала в Германию, и вот оттуда начинают потихоньку, извиняюсь, на нашу родину галкать. И вот она пишет в своей книге, цинично раскрывает суть одной из современных западных фальсификаций истории Отечественной войны. Ни руководство страны, ни руководство партизанского движения, ни местное население даже не пытались помочь спастись от неминуемой гибели тем, кого нацисты уничтожали только за их происхождение, за то, что они родились евреями. И вот этот проект в том числе показывает всю лживость вот этого утверждения и раскрывает механизм, как вот эта фальсификация
реализовывается на практике. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, конечно же, если были коммунисты плохими людьми, соответственно, партизанское движение должно быть тоже плохим. И идет массовая фальсификация и дискредитация партизанского движения. Что делают? Все преступления армии Краевой, которые здесь они творили, как они уничтожали людей, если уже нету стопроцентных доказательств, то дальше ладно. Все остальное они переписывают, все грабежи. А армия Краевой, даже вот я читал, было даже специально фуражка красноармейская со звездой. И когда надо было грабить население, они одевали фуражку, подбирали несколько русскоязычных человек, которые ходили под видом красных партизан и грабили местное население. Далее немцы создавали СД, немецкая создавала лже-партизанские отряды, которые точно так же не выбирала средства как для грабежа. То есть грабили всех, грабили как могли, убивали, именно для того, чтобы компрометировать партизан. И было еще так называемые белые легионы, которые немцы формировали из полицейских, и якобы они были вот эти партизаны, и вот они ходили, разведывали, занимались в том числе разведкой, ну и грабежом населения. Там, посмотрите, фильм про армию Краевых должен быть несколько минут. 3 минуты. И вот только загружали. Вот мы с Леонидом Францевичем уже несколько проектов сделали. И вот Леонид Францевич... Так, есть фильм? Нет, там есть фильм лежит. Да, это армия Краева. В опасности велась решительная борьба с вооруженными формированиями армии Краевой. Казалось, с бандитами вот-вот будет покончено навсегда. Были разгромлены крупные отряды и множество мелких групп, но аковцы не смирились. Этому способствовала международная обстановка. Речь лидера британских консерваторов Уинстона Черчилля, произнесенная в марте 1946 года в американском городе Фултоне, послужила сигналом к началу холодной войны, когда западные союзники по антигитлеровской коалиции встали на путь конфронтации с Москвой, оживились все виды подполья. И прежде всего польское подполье в Беларуси, которое управлялось из Лондона. Из протокола допроса Эдмунда Нехнедовича от 16 июля 1949 года, поселок Ивлев. Нам рассказывали, что скоро будет война Советского Союза с Америкой и Англией, в результате которой Америка и Англия помогут нам уничтожить Советы и восстановить старую буржуазную Польшу в границах 1939 года. А до начала войны мы должны вести вооруженную борьбу с советской властью путем совершения террористических актов в деревне. Основной удар террористы наносили против руководства колхозов и совхозов западных областей БССР. Не жалели и Минского обкома партии Сергею Притыцкому. На 1 января 1948 года в области остались неликвидированными 5 групп польского националистического подполья армии Краевой и 13 террористических диверсионных групп с общим количеством 215 человек. Как-то не странно, но с лесными польскими экстремистами долго цаскались. Сдаваться они не собирались, напротив, упорно утверждали свою польскость. Так, 7 сентября 1948 года группа Петера напала на актив колхоза имени Ворошилова. Расстреляли председатель колхоза Булько, депутат Совета Ходич, учительница Курина. 21 сентября 1948 года группа Цыгара ликвидировала в селе Худельки 10 человек. В том же году на телефонных столбах были повешены 2 специалиста из Москвы. Но сколь веревочки не виться, все равно сорвется в плеть. Зимой 1949 года борьба с террористами значительно активизировалась. силы милиции, госбезопасности, истребительные батальоны из числа бывших партизан и СМЕРШ провели сотни операций, в ходе которых к 1952 году были уничтожены большинство обводов армии Краевой. 26 апреля 1954 года в одной из деревень Новогрудского района ликвидирован последний вооруженный участник подпольной аковской организации. Тщательно сотканная паутина Ну вот, вкратце, как и что из себя представляла армия Краева.
Они занимались этим. Помнит печальный опыт проклятых солдат под бело-красным флагом. Так, все. Так, давайте до слайда вернемся. Вот это мы рассмотрели несколько концептуальных фальсификаций. Теперь следующее, так, где-то там, в 20-х какой-то слайд. Еще. Так, вот, обратно чуть-чуть. Вот, героизация коллаборанта. А еще выше чуть-чуть. Значит, так, еще выше. Значит, так, еще выше. Еще 2 раза выше. А нет, вы уже вниз идете. Сюда вот. Так, еще. Вот так вот, все. Вот этот слайд, обратно, верните. Сюда вот. Да. Значит, если показывать преступность сталинского режима, значит, нужно показать, какие были хорошие те, кто против них боролся. То есть, какие были хорошие полицаи, какие были хорошие каратели, литовские, белорусские, латышские и так далее и тому подобное. Соответственно, Поздняк в свое время, вот я уже заикался, что у него была концепция, что Советский Союз с 1937 до 1941 года устраивал в Беларуси террор. И только нападение, или так, освобождение Беларуси Гитлером положило конец вот этому террору. И дальше Поздняк продолжает свою мысль. Верните обратно Поздняка. Вот. Несокрушимость Беларуси и белорусской национальной идеи засвидетельствовала тем временем Вторая мировая война. С 1941 по 1944 годы в Центральной Беларуси, на которой действовала немецкая гражданская администрация во главе с Вильгельмом Кубе, пережила мощный национальный подъем. Это совершенно озадачило большевиков и привело Москву в бешенство. С возвращением Советов в Белоруссию сотни тысяч сознательных белорусов эмигрировали на Запад. Зенон Поздняк. Вот он, пожалуйста, как в нашем сознании перекручивает представление о коллаборантах, как перекручивает наше представление о войне вот эта западная пропаганда. Ну, там Поздняка, это уже агент ЦРУ, который получает пенсию $100 000 в год, там и заслужил свою пенсию, и благодарность Клинтона лично получил за свою диверсию идеологическую. И следующий слайд, пожалуйста. Так вот, для того, чтобы всю вот эту вот лабуду нести, необходимо было теоретическое обоснование. И смотрите, в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине все эсэсовцы – это уже национальные герои. Так вот, раньше у нас коллаборант, вот энциклопедия 1972 года, коллаборационист, зрадник родимый, особа, яка супрацовничала с фашистами на территории, захопленной гитлеровской Германии и ее союзниками. Но в 1998 году стараниями историка, доктора наук Литвин Алексей Михайлович пишет в энциклопедии определение, кто такие коллаборанты. И начинается определение: коллаборационисты, особи, партии, громадські рухи, організації, які у Другую сусветную войну супрацовничали с немецко-фашистскими оккупационными владами на часово оккупированных территориях своих краин. Вы здесь видите слово «изменник Родины»? Я не вижу. Раз. Во-вторых, если раньше коллаборационист, зрадник особо, все, тут начинают размываться. Коллаборационист – это партия, громадские рухи, то есть размывается сама суть. А ведь у нас в 40-х годах не было термина коллаборационизма. У нас была статья за измену Родины. Соответственно, всех, кто сотрудничал, судили по этой статье. И когда стали вводить термин коллаборационист, ну кто? Те, кто был осужден
У нас же презумпция невиновности. Если ты не осужден, значит, ты не сотрудничал. Или если ты пошел партизану служить, значит, ты уже не коллаборационист. Поэтому у нас определение, то, что коллаборационист, зрадник, родимый, это имело свое основание юридическое. Ну, изменили. И после этого начинают пропихивать коллаборационисты, это белорусские национальные деятели. И сначала были учебники, вот школьный учебник и вузовский учебник. Там контролировало Министерство образования. А между ними пособия для поступающих в вузы. И вот этих пособиях стало уже фигурировать новое определение коллаборационистов, что это были белорусские национальные деятели. То есть, нормально пацаны вот тоже. Ну да, вот советская власть не любила. Понимаете, как вот это проходит героизация. Ну, благодаря политике нашего государства, вот это продвижение героизации нацизма, она закончилась. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь разберем системную фальсификацию подмена Великой Отечественной войны на термин Вторая мировая война. То есть Вторая мировая война, если так быстро, и это империалистическая война за рынки сбыта, за зоны влияния. Великая Отечественная война, это была война на уничтожение нашего государства Советского Союза, на уничтожение людей. То есть это были принципиально разные направления войны. Одно дело уничтожение, другое дело просто делить рынки и территории. Следующий слайд, пожалуйста. Вот давайте еще два слайда крутим. Вот этот, вот еще один. Видишь, то есть получается, не было ни одной награды, ни одного ордена, который наши предки получали в годы войны или юбилейно после войны, где бы было написано Вторая мировая война. То есть наши предки воевали, погибали и победили в Великой Отечественной войне. Все остальное это фальсификация. Все, что касается нашей территории, если вы слышите, что Вторая мировая война, это же наши пропихиваются либеральные взгляды, пропихиваются либеральная фальсификация. Следующий слайд. Еще. И теперь, поскольку Великая Отечественная война была войной на уничтожение советского народа, наша, соответственно, основная концептуальная фальсификация – это обеление немцев, уменьшение, минимизация жертв, которые они здесь, жертв геноцида белорусского народа. Значит, какие способы, какие концептуальные фальсификации для этого используются? Первое – это подмена геноцида белорусского народа Холокостом. Потому что геноцид белорусского народа составляет порядка 3 миллионов 200 тысяч. Холокост по разным подсчетам около чуть больше 800 тысяч. То есть получается, Холокост составляет четверть от геноцида белорусского народа. И вот лет 10 назад, да, ну и даже меньше, я помню, как в интернет не залезешь, вот там пишут там захоронение и поиск, еще чего-то, и везде Холокост, 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 Холокост. Все. То есть, понимаете, забит был интернет вот этим Холокостом. Это вот и есть системная концептуальная фальсификация подмены геноцида. И неудивительно, что у нас в Беларуси принят закон о геноциде белорусского народа. И отрицание геноцида сейчас уже уголовно наказуемо. Следующее. Замалчивание истинных масштабов геноцида. То есть до сих пор Генпрокуратура ведет работу, до сих пор она расследует, и до сих пор открываются все новые факты. Раньше все это дело стоялось, замалчивалось. Ну и вот лет 15 назад я уже стал встречаться с термином, когда немецкие концлагеря или лагеря смерти называют место принудительного содержания. То есть пройдет поколение, и наши внуки будут спрашивать: бабушка, дедушка, а за что немцы называют
преступниками, они же никого не убивали. У них были вот места временного содержания. Так такие же были места и у НКВД в советское время, лагеря, и зоны были. Чем советский режим лучше? И там место принудительного содержания, и здесь место принудительного содержания. Но пока вот в последнее время этот термин что-то заглох, видимо, уже кто-то наши в властных структурах постарались. Но вот европейцы пишут 8 мая. И в парке Победы я видел то, что у нас война закончилась в 1944 году. И вот представитель военно-научного общества уже несколько раз показывал, написано, что война закончилась в 1944 году. Как мне потом объяснял человек, ну ты же понимаешь, даже освобождение было в Беларуси, ну не конец же войны, парк называется, парк Победы, а победа у нас одна, 9 мая. Ну, так вопрос, вот я Наталье Николаевне Качановой писал вот это, ну, пока никаких изменений я не видел, и ответа тоже не было. Далее, День Победы. Запад подменяет этот День Победы Днем памяти и примирения советского народа. Чаще всего подменяется термином просто «народ». Слово «советский», вот, кстати, нужно отдать должное, в этом году, когда был парад Победы, слово «советский народ» было в Минске. В Москве я не услышал. В Москве просто было «народа», но не «советский». Вот такие маленькие различия. Ну, иногда называют «союзных войск». Победа. Далее, нацистской Германии термин иногда применяют нацистской Германии. Для чего это делается? Ведь фашистская страна, это Германия, это страна, а нацистская, это партия. Если мы меняем термин над нацистской Германией, это получается, что да, воевали два режима, нацистский режим в Германии и коммунистический режим Советского Союза. А страны они ни при чем. А то, что вермахт были такие уже зверье, как и все остальные, ну это, как это, мы не видите. Далее. Великой Отечественной войне. Я уже говорил, что подмена термина на Вторую мировую войну идет термин. И, соответственно, сейчас зарождается фальсификация, то, что все-таки победили США в войне, а СССР оккупант Европы. Вот поэтому фраза, которую я говорил, 9 мая, День Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, любые изменения, это идут в фальсификацию. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и теперь, кроме того, что нам подменяют слова, у нас есть понятие как-то не вербальная, а визуальная классификация. И нам вводят понятие символы, маки. И вот маки появились никакой. Красная звезда серпом и молотом, она в Красной армии была как что-то неотъемлемое, как ас, букви леди. Но мы видим, что там, где идет перечень подразделений, нигде нету серпа и молота. То есть это символ белорусской армии, желтенький веночек и звезда. Это символ современной армии Беларуси. То есть получается, что Беларусь освобождали белорусы в 1944 году. Вот, казалось бы, мелочь, но именно подмена символов приводит к десоветизации нашей истории. Следующий слайд, пожалуйста. Вот он, пожалуйста, Парк Победы. Я уже говорил, вот там внизу написано «Подвиг народа Перемога». И даже 1944 год стоит. Это вот буквально на входе в Парк Победы находится вот эта стела. Следующий слайд, пожалуйста. Так вот, для того, чтобы вы не подумали о том, что это ошибка какая-то, что пьяным работяги не ту цифру написали, рядышком с этой стелой стоит бирочка. Вот такого небольшого размера. На этой бирочке написано «Аллея памяти в честь подвига воинов-освободителей». Аллею пересекают 4 диагональные дорожки с установленными памятными знаками 41, 42, 43, 44 года
которые символизируют годы войны. Где 45-й год? А 45-й год, согласно западным нарративам, это уже была оккупация Европы. То есть факт этот создавался, когда министром культуры был Павел Павлович Латушко, польский агент, который в 20 году поляки вывезли в дипломатической машине в Польшу. Ну вот он наследил знатно у нас на белорусской земле и сделал вот эти вот. Этот вопрос я тоже поднимал перед Натальей Николаевной Качановой, ну, опять же... Наталья Ивановна вроде. Николаевна. Наталья Ивановна, да, Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, да, правда. Следующее. Ну и теперь посмотрим, как... Понимаете, если бы не было вот этого западного нарратива о том, что победили американцы, конечно, все это можно вписать в дебилы-дизайнеры, жертвы ЕГЭ и тому подобное. Но когда конкретно есть установка Запада на то, что победили американцы, вот мы смотрим. Средней школы номер 10 Светлогорска присвоено имя Героя Советского Союза Красноперова. И вот висит его плакат, и вот здесь нарисован самолетик. Вот на борту нарисован значок. Такого не видно. Американская звездочка. Так вот это самолет, вот он нарисован, это палубный американский самолет, который был в 1947 году. И вот нарисовали, как вот этот Красноперов летал на американском самолете, которого еще не было в то время. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста, еще открытка, на которой, во-первых, не написано слово «Победа», не написано просто 9 мая. И вот посмотрим, что здесь нарисовано. Каска современная СШ-40, стальной шлем 40, вот здесь имеет более выгнутые вот такие вот. Далее, звезда белая у нас на шлеме никогда не рисовалась. Далее, если это была шинель, то в шинели должны быть петлицы. Но шинель застегивается сбоку, а не вот так вот по центру. То есть шинель, она вот так вот попахивается. То есть это уже явно не шинель. Если это гимнастерка, то гимнастерки воротника не было. Гимнастерка вот была, застегнута. Соответственно, погоны вот такие вот, пришивные с одного края, а здесь застегнуты, у нас появились только, когда стала появляться афганка. Тогда у нас стали появляться вот такие погоны. И они были в основном черные. Внутренние войска крапового цвета были, летчики голубого цвета. Вот вам, пожалуйста, опять же, открытка. Ну, можно сказать, конечно, что дизайнеры натупили, недоучены там, но если провести расследование, я думаю, что это будет совсем другое. Мне так кажется. Следующий слайд, пожалуйста. Вот в прошлом году у нас была мода на вырванные звезды. И вот смотрим, вот символ армии Америки. И вот смотрим, как выглядят вот эти вырванные звезды на той атрибутике, которая была в прошлом году. Следующий слайд, пожалуйста. Вот еще пример. Вот с левой стороны Америка, там опять же советские. Ну, в смысле, символика освобождения Беларуси. Следующий слайд, пожалуйста. Вот вообще сказка. Да, вот это вот к 80-летию выпускали такие вот стикеры, как это называют? М-16. Ой, вот видите, Гайл Львович сразу определил. Винтовочка М-16, получается, американцы воевали с 41-го года уже. Несуществующий тогда штурмовой винтовка. Да, и винтовка несуществующая тогда была. Берем дальше. Вот там написано: «Победа, ура, ура, вперед!» Так вот, у наших красноармейцев были вещмешки. Рюкзаков у нас не было. А там и нормальный рюкзачок нарисован. Офигеть. И самый цимус, самый сказка, тут внизу, с правой стороны, символ, как поднимают
бойцы, флаг. Следующий слайд, пожалуйста. И вот это известная фотография на весь Да-да. мир, она известна. Вот, пожалуйста. Что-то мне этот флаг слишком напоминает звездно-полосатый матрас. Понимаете? Ну, никак не советский флаг. Вот он, пожалуйста, как идет подмена, визуально подмена нашего восприятия Но, победы. кстати, Советский Союз победил во Второй мировой войне 3 сентября. И в Китае отмечают 3 сентября тоже, как победу над Японией. Ну и вот опять же, что такое десоветизация? Вот мы видим курган славы, и вот эта вот сторона задняя, она закрашена коричневым цветом. Вот здесь вот основание тоже прямоугольничек серенький стоит. Место ордена. А что в реальности мы видим? Там, где серый прямоугольник, это орден Отечественной войны нарисован. И там нарисована красная звезда и серпый молот. А там, где задняя сторона венка, там нарисованы 2 гвардейские ленты. Вот, пожалуйста, следующий слайд, пожалуйста. Ну и вот десоветизация, может, старшее поколение помнит, на привокзальной площади большими буквами было написано «Сердечно запрошаем в город и герой Минск». Нужно отдать должное. Я вот в прошлом году ездил в Смоленск, на поезде едешь, ласточка поезд, и нормальным языком говорят, поезд прибывает в город-герой Минск. Едешь на электричке, поезд прибывает на станцию Минск-Пассажирский. Разницу чувствуете? Россияне чтут нашу историю, чтут город-герой, а мы сами язык не поворачивается называть свой Минск, свою столицу городом-героем. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и опять же, как крадут подвиг советского народа. Те, кто выжил при обороне Сталинграда, они все получили медаль за оборону Сталинграда. Иосиф Виссарионович в мае 1945 года Сталинград назвал городом-героем. То есть наши деды-прадеды обороняли Сталинград. Но мы видим, что у нас на площади Победы до сих пор написан Волгоград. Вся в России везде уже фигурирует Сталинград. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, пожалуйста, 23 год, 3 июля. Креативный дизайн, будем так говорить. Не будем никого обвинять. Вот это тумбы города-герои. Перед каждой тумбой поставили вот такую тумбу в разы больше по размеру, и так плотненько поставили, что даже, видите, сюда никто не смог цветы положить. То есть они буквально так несколько. На эти тумбы установили красноармейцев, которых памятники стояли там какое-то время, но доступа положить цветы городам-героям ни у кого не было. Казалось бы, мелочь, но никто не положил на 3 июля цветы городам-героям. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, конечно, то, что у нас в этом году отметили 80 лет Победы, нареканий к нашей наглядной гитарке нету. То есть все красным, нормальным цветом, все как положено. Ну и я думаю, что мы победим, это наша была победа. Вот как-то так. Вопросы будут? Нет. Спасибо за такой труд, огромный. И доходчивость, убедительную доходчивость. Я считаю, на вашем благородном лице, я думаю, и Евгений Дольевич считает, что слово «справедливость». Потому что справедливость должна восторжествовать. Ну, конечно, больших фальсификаторов, чем мы сами, трудно придумать. Ну, как можно Сталинград, вот, 80 лет Победы, вот я где-то в интернете читал, что Пасха без Христа, что День Победы без главнокомандующего. Да? Вот это очень серьезная работа ваша, документально
доказательство такое на мелочах, но очень скрупулезная работа, она очень нужна. И у нас вот эта вертикаль идеологов, я не знаю, они все выпадают в осадок. Идеологи. Ну, понимаете, вашего. Но я сейчас закончу. Хвалить вас, потому что за что? Я давно мечтал услышать что-то подобное. И вот